посмотрите, сколько депутатов пришло, чтобы проголосовать по проекту Конституции. Даже одного выпустили из СИЗО. Көрдің ғой азыр? Сен алдыңарда абақтан келген депутаттар мына бүгін абақтан алып шығып отыр. Оштон самолетто депутаттар атайын ұшып келишти. Үйлерінде жүрген жерден, кейбірлері чет өлкөдө жүрген жерден чукул билет сатып алып ұшып келишти. Мына ошентип парламентте бүгін 100 депутат катталды деп чыкты. Кече добуш берип койгондо, кече өтмөк эмес. Бирок ушул төрага мыйзамды, регламентти одоно бузуп, добуш берүүнү бир күнгө калтырып, депутаттарды күч менен, зордук менен алып келип, мына ошентип колдорун кайрып, добуш бердирип отурат. Мына бул жерден кече бир депутат каршы берем деп аткан, атын айтпай эле коеюн. Түнү менен ушул бийлик күч органдары ага дагы телефон чалышып, сенин туугандарың могу кызматта иштейт, анда алардын баарын кызматтан алабыз деп, репрессивдик түрдө ушинтип коркутуп алышты. Предлагая проект, где ломается система сдержек и противовесов и идет полная монополия власти, я думаю, что страну обрекают на серьезные, очень тяжелые перемены и, к сожалению, не к лучшему. Ну неужели вам всем не надоело быть чимкириками? Ну хватит уже! Ну давайте уже возьмемся, вот посмотрите, насколько узурпирована власть. Ну только что домкомов не назначают, а то, может быть, и домкомов будет назначать президент. Но давайте как-то подумаем, давайте изменим Конституцию, это нужно, ну давайте это сделаем здраво. Я знаю, что вы сидите, многие, вы тоже против этого, но из-за какой-то солидарности вы боитесь это сделать. Ну прошу, давайте не погубим свою страну и не погубите Садыра Нуркоджоевича в первую очередь. Этой Конституцией вы в первую очередь убьете его самого. Согласно требованиям предлагаемой Конституции, там президенту категорически запрещается вмешиваться. Если в случае, если он будет вмешиваться, посмотрите, там норма есть. Он после отрешения будет нести уголовную ответственность за вмешательство в деятельность парламента, за вмешательство в деятельность судебных органов. Там это черным по белому прописано. Поэтому, конечно, есть лучшие стороны и худшие стороны.